Доброе утро всем, кто просыпается, тем, кто еще не засыпал. На календаре 7 июля, это утро Якутии. Сегодня пятница, последний рабочий день для многих из нас. Вместе с вами Катерина Винокурова. И мы завершаем первую полную неделю этого месяца. Желаем вам обязательно с хорошим настроением встретить выходные, ну а зарядиться бодростью на сегодняшний день вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. И вот что мы сегодня вам расскажем. Ученые выяснили, что газовая плита вреднее, чем обычная сигарета. Ну а люди, которые любят поспать, потребляют больше еды, чем те, кто просыпается раньше всех. Об этих и других научных открытиях расскажем вам сегодня. Далее традиционно вас ждут наши рубрики «Полезный завтрак», «Мой питомец» и в конце музыкальный клип. Также будут новости из мира животных. Узнаем, что произошло в мире и за пределами страны, пока мы с вами спали. Так что просыпайтесь вместе с нами и будьте в курсе всех событий с самого раннего утра. Также напоминаю, что сегодня мы будем разыгрывать 2 билета в кинотеатр «Центральный». Так что у вас есть отличный шанс разнообразить свои выходные походом в кино. Как и прежде, розыгрыш будет проводиться в нашем телеграм-канале, поэтому если вы еще не подписались, подписывайтесь смело, видите QR-код на своих экранах, сканируйте его, попадете на наш канал «Утро Якутии» и можете первым выиграть пригласительные в кино. Ну а далее давайте знакомиться с погодой на предстоящий день. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 9-18 градусов. В заречной группе 13-19, в южных до 17 градусов, в Вилюйской группе 15-18, в Нижнеленских 18-19, в западных 14-17, в Колыме-Дигирской группе 12-17, в Янских 15-19, на северо-западе от 6 до 16 градусов тепла. Температура воздуха в городе Якутске составила на 6 часов утра 19 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем нам обещают преимущественно без осадков, ветер подует юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла. Между тем, итальянские ученые выяснили, что совы едят больше жаворонков. Разница составляет в среднем 255 калорий. Об этом пишет Италия-24. Исследование провели в отделении клинического питания университетской больницы Кареджи во Флоренции. В нем приняли участие добровольцы, 74% которых имели утренний хронотип, то есть были жаворонками, а 26% вечерний. В результате наблюдений выяснилось, что любители поспать подольше потребляли значительно больше калорий в день, чем те, кто вставал рано. Детальный анализ показал, что совы в большей степени налегали на еду в обед и на ужин, потребляли больше фастфуда, газировки, сладостей и увеличивало углеводную и жировую нагрузку в рационе. Ну а сегодня в мире отмечают глобальный день прощения и день макарон. Отличный повод разнообразить сегодня свой ужин и приготовить, к примеру, любимую пасту. Какие еще праздники отмечаются на календаре 7 июля, узнаем далее. 7 июля Иван Купала – одна из главных дат славянских народов. Купальские праздники совершались во времена язычества в честь бога Солнца. 7 июля – день образования авиалесоохраны России. Ведомство появилось в 1931 году. По народному календарю, если в Купальскую ночь небо было звездным, ждали много грибов. А если выпадала сильная роса, это предвещало урожай огурцов.
7 июля 1770 года во время русско-турецкой войны произошло Чесменское сражение в Эгейском море. Битва стала одним из крупнейших сражений эпохи парусного флота. Победа оказала большое влияние на дальнейший ход русско-турецкой войны. 7 июля 1881 года в Риме впервые напечатали сказку Карла Колоди «Пиноккио». 7 июля 1891 года курьерская служба American Express запатентовала первый в истории дорожный чек. Это платежный документ, по которому банк в любой точке мира выдаст указанную в чеке сумму конкретному физическому лицу. 7 июля 1957 года открылась первая Пагуошская конференция, заложившая начало международной кампании за ядерное разоружение. В первой конференции приняли участие 22 известных ученых из 10 стран мира, в том числе из СССР и США. 7 июля 1863 года родился Владимир Дуров, русский дрессировщик и цирковой артист. 7 июля 1940 года родился Ринго Старр, британский музыкант, актер, барабанщик группы «Битлз». 7 июля 1943 года родился Тото Кутунья, итальянский певец и композитор. Именины в этот день празднуют Антон, Иван, Никита и Яков. А в июне этого года для работодателей обновили правила трудоустройства сотрудников в возрасте от 14 лет. Порядок найма данной категории работников был существенно упрощен. Сегодня в рамках нашего эфира мы вам расскажем, что изменилось для работодателей и какие нюансы следует учитывать при трудоустройстве несовершеннолетних. У нас в гостях Игорь Соловьев, первый заместитель руководителя Республиканского центра занятости населения. Игорь Иннокентьевич, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, какие нововведения вступили в силу в этом году? В июне был принят закон, который ввел изменения в сторону упрощения, наверное, трудоустройства несовершеннолетних граждан. Здесь, получается, дети, которые у нас трудоустраиваются от 14 лет, могут трудоустроиться без справки от органов опеки, и достаточно одного разрешения от одного из родителей. Это письменное разрешение должно быть? Это письменное разрешение. В свободной форме? В свободной форме, да. Ну и, соответственно, паспорт, наверное, да? Несовершеннолетний. Ну да, конечно, при заключении договора должны быть предоставлены все документы. А какие еще документы? Конечно, это должен быть счет, куда перечисляются деньги. Да, если официальное трудоустройство, то открывается еще и трудовая книжка. Сколько несовершеннолетних, да, вот собираетесь охватить за предстоящий летний период, уже наступивший летний период? В этом году мы запланировали трудоустроить примерно где-то 5500, 5500 детей. Ну, на данный момент уже более 1500 детей уже работают. Они трудоустроены. И в последующем за 2 месяца период каникул мы трудоустроим всех детей. Это больше, чем в прошлом году? Да, у нас контрольные показатели, конечно, повышаются. Это существенно больше, чем в прошлом году. Ну, это радует. А в каких сферах могут работать несовершеннолетние? Ну, ограничений по сферам здесь нету. Дети могут работать в любой сфере, но здесь обязательно, чтобы труд был безопасным, не приносил опасность здоровью детей. Он должен быть легким и, конечно, не должен мешать образовательной деятельности. Конечно. А каких работодателей вы можете перечислить, да, вот, которые ежегодно сотрудничают, да, берут на работу несовершеннолетних, вот можно даже в пример, да? Да, есть, конечно, у нас очень хорошие примеры, есть работодатели, которые с нами постоянно работают. Но в первую очередь я хочу, конечно, в районных улусах отметить, что с нами очень хорошо отрабатывает администрация муниципальных районов. Из своего бюджета выделяет средства на организацию трудоустройства детей. Также муниципальное образование тоже берут своих детей на работу. Ну, практически это свои же дети, да, для, например, наследников, городов. Организуют работу, трудоустройство детей. Ну и, конечно, предприятия крупные нас берут, такие как Якутуголь, Эльгауголь.
Жилкомсервис постоянно берут на работу детей. И также можно сказать, что и небольшие предприятия, сельхозпредприятия, агрошколы организуют трудоустройство детей. А по каким программам трудоустраивают подростков? Ну, в районах есть, конечно, муниципальные программы по трудоустройству несовершеннолетних граждан, а у нас есть республиканская программа, по которой мы трудоустраиваем несовершеннолетних детей от 14 до 18 лет. И кроме этого, ну, особенно в северных улусах, есть программа по трудоустройству несовершеннолетних граждан в оленеводческие хозяйства. Вопрос, который интересует многих, наверное, даже в первую очередь, да, какая заработная плата, от скольки, да, варьируется? Ну, система такая. Заработную плату платит работодатель. Заработная плата должна быть не менее минимального размера оплаты труда по району. Но тут, соответственно, играет роль от времени занятости работника, скажем, да. И плюс к этому из республиканского бюджета оплачивается материальная помощь. Она составляет 5915 рублей в центральных районах. Вот. Но работодатель тоже, да, в свою очередь остается в плюсе, да? Какие льготы он получает, взяв на работу подростка? Работодатель, конечно, получает плюсы в том плане, что у него появляется работник. Это же особенно в летний период, когда во время каникул, плюс еще дополнительная рабочая сила. Как таковых, конечно, льгот прямых нету. Но, тем не менее, эта программа, она социально направленная. Мы все заинтересованы, чтобы дети у нас вот с 14 лет, скажем, уже как бы учились работать, себя находить в коллективе, общаться. Вот. Все это как бы вот трудовое воспитание детей, оно имеет очень большое значение в будущем для этих граждан. А куда нужно обратиться, да, подростку при трудоустройстве? Ну, во-первых, центры занятости, филиалы центров занятости, которые находятся в улусах, постоянно проводят ярмарки для несовершеннолетних. Можно через ярмарку трудоустроиться и обратиться именно в филиал, подойти в филиал центра занятости и подать заявку. Заявка подается дистанционно через портал «Работа России». Да? Игорь Иннокентьевич, спасибо большое за такую информацию полезную этим утром. Ну а мы ненадолго прервемся, после чего снова вернемся в нашу студию. Вы смотрите новости. Доброе утро. Правительство России рассмотрит вопрос распределения субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов страны. Кроме того, правительство рассмотрит законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС. Протоколом предусматривается продление до 31 декабря 2025 года возможности подачи заявлений об экспертизе или регистрации медицинского изделия в порядке, предусмотренным законодательством государства-участника. Первые действия при возникновении возгорания и правильное пользование противопожарными средствами. Об этом и о другом ребятам Хатасской школы рассказала и показала инструктор по безопасности пожарной части номер 8 села Хатасы. На открытом уроке школьники примеряли боевые костюмы, попробовали себя в качестве пожарного спасателя, научились работать ранцевым огнетушителем. Такие занятия очень важны и проводятся с целью повышения уровня знаний правил пожарной безопасности и вызвать интерес к такой сложной, но нужной профессии. День открытых дверей мы проводим с целью, чтобы ознакомить детей с пожарной безопасностью, с пожарной техникой, и чтобы дети изнутри увидели деятельность пожарного. Дети очень интересуются. В зимнее время мы проводим у них в школе
мероприятия. Для начальных классов мы проводим конкурс рисунков. Для детей постарше мы проводим пожарно-спасательный спорт с целью пропаганды спорта, чтобы они тоже ознакомились. Государственная поддержка для проведения гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий в размере 100 миллионов рублей впервые предусмотрена в республике в этом году. Ранее данная поддержка предусматривалась в рамках федеральных мер и только на возмещение фактически понесенных расходов. А с этого года средства направляются и на авансирование работ. В конкурсе принимает участие хозяйства, имеющие собственности или в пользовании оформленный земельный участок, на котором реализуются проекты мелиорации. Ставка субсидий составляет 80% от объема затрат на реализацию проектов по мелиорации. Мост длиной в 120 метров через реку Иенгру отремонтировали на трассе Лена в Нерюнгринском районе. Специалисты разобрали проезжую часть до плит пролетных строений. Уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепив его основание износоустойчивым сталефибробетоном. Промежуточные опоры моста усилили металлическими кожухами, а также заменили деформационные швы на новые с шумопонижающими пластинами. В ходе берегоукрепительных работ произвели устройство струенаправляющей дамбы с каменной наброской. Отпускные цены производителей большинства видов овощной продукции в России сейчас ниже прошлогодних, сообщает Минсельхоз. Причем на отдельные категории продукции цены производителей за последнюю неделю продолжили снижаться. Так подешевел картофель, свекла, огурцы и томаты. По данным Минсельхоза, отпускные цены на такие продукты, как сахар, мясо кур и яйца за прошедший год выросли существенно меньше инфляции, примерно на 4,6%. Как сообщил Росстат, рост потребительских цен на плодовую овощную продукцию ускорился. Через пару недель после повсеместного поступления в продажу нового урожая ситуация должна нормализоваться. В ряде регионов России метеорологи ждут прихода очень жаркой погоды. На юге европейской части России температура будет подниматься до плюс 39 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Очень сложная ситуация прогнозируется на юге Сибири. В ближайшие 2 дня там будут сильные дожди, которые могут привести к подтоплениям, а также гроза и ветер до 20 метров в секунду. Сильные осадки будут и на юге Дальнего Востока. Сохраняется сложная погодная ситуация в Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае. Ну а теперь настало время розыгрыша пригласительных билетов в кинотеатр «Центральный». Сегодня мы разыгрываем их 2. 1 билет на 1 персону, то есть 1 человек выигрывает сразу 2 билетика. Одним из основных условий, чтобы вы были подписаны на наш телеграм-канал «Утро Якутии». И готова озвучить наш вопрос, на который вам нужно правильно ответить. Итак, в каком году по улицам Якутска начал курсировать первый городской автобус общего пользования и сколько тогда стоил проезд? Вопрос мы дублируем в нашем телеграм-канале. Напомню, вы должны быть подписаны на наш канал. Под вопросом отвечаете, даете свой ответ. Правильно, неправильно, это мы уже узнаем к концу нашего эфира. Ну а в столице региона идет горячая пора приемной кампании. Будущих студентов приглашают как в республиканскую приемную кампанию, так и в приемную кампанию для поступления в центровузы. О том, как идет набор абитуриентов в учебные заведения страны и региона, в следующем материале. С 2019 года в здании Института водного транспорта города Якутска каждое лето базируется приемная кампания для набора абитуриентов в центральные вузы страны по целевому обучению. В этом году мы планируем набрать абитуриентов за пределами в образовательной организации высшего и среднего профобразования, за пределами и на территории республики. Количество мест относительно прошлого года увеличилось более чем на 100 мест. Желающих потребность увеличилась. Более такие популярные это у нас здравоохранение, педагоги, IT-специальности и юриспруденция. Как нам сообщили здесь, сегодня регион нуждается в узких специальностях в сфере здравоохранения, в специалистах IT-отрасли, ну и в отрасли национальной системы права. У нас набор идет по результатам ЕГЭ,
проходят собеседование с заказчиками, с работодателями будущими и подписывают с ними договора. После окончания обучения они подходят и уже трудоустраиваются по своему договору. Пандемия коронавируса сыграла свою роль. Если раньше здесь было полно людей, то, как отмечают специалисты, сейчас абитуриенты в основном подают свои документы удаленно. Но несмотря на это, если сюда вдруг кто-то заглядывает, то им полностью помогают найти ответы на все интересующие вопросы. Но родители в основном спрашивают по существующим направлениям, которые мы предоставляем. И также спрашивают в основном по срокам приема и по алгоритмам действия, что необходимо сделать абитуриентам. География для поступления в центральные вузы страны с каждым годом только расширяется. Традиционно многие хотят поступить в Москву, Санкт-Петербург, в Новосибирск и Красноярск. Но и в то же время и наш регион ждет абитуриентов из других субъектов страны. В этом году, так же как и в прошлые годы, ребята к нам поступают со всех республик, со всей страны. У нас география очень широкая. Мы принимаем ребят не только с Хабаровска, Владивостока, Бурятии, Читы. Также к нам едут и с Краснодарского края, с Москвы, с Анапы, Белгородская область в этом году. По особым правилам приема ребят из Белгородской области. Это вот какие специальности вы готовите? Мы принимаем студентов на среднее профессиональное образование по 5 специальностям. Это судовождение, эксплуатация судового электрического оборудования, эксплуатация судовых энергетических установок, организация перевозок. Также мы принимаем на высшее образование. Здесь у нас 3 направления подготовки. Это электроэнергетика, электротехника, технология транспортных процессов и строительство. В этом году на программы среднего профессионального образования выделено 180 бюджетных мест. По программам высшего образования в Якутском институте водного транспорта выделено 45 бюджетных мест. Помимо этого имеется возможность поступления на целевую подготовку за счет средств республики для последующего гарантийного трудоустройства на ведущие предприятия отрасли республики. Отдельно хочу отметить по особенности обучения в структурном подразделении среднего профессионального образования Якутского института водного транспорта. Дело в том, что большинство из ребят, из этих 180 человек, обучающихся на плавающих специальностях, обеспечиваются помимо бесплатного обучения еще и полным комплектом форменного бронирования и качественным трехразовым питанием ежедневным. А какие-то льготные категории? Льготные категории, безусловно, есть в этом году, как и всегда, обучение для детей-сирот, для ребят, приехавших из Луганской, из Донецкой области, из Белгородской области. Вот эта категория ребят у нас, безусловно, будет поступать по отдельной квоте. С полным перечнем правил приемной комиссии можно ознакомиться на нашем сайте. Центральная приемная кампания здесь будет работать до 10 июля. И если хотите поступить на учебу в центральные города России, то вам придется немного поспешить, ведь до этой даты осталось совсем немного времени. А вот приемная кампания для поступления в республиканские учебные заведения будет работать до 10 августа. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. К сожалению, наши братья, наши меньшие, тоже порой чувствуют недомогание, и им так же, как и нам, людям, необходимо проходить диспансеризацию. Как это сделать, узнаем в нашей рубрике «Мой питомец». Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы будем разговаривать с вами об ежегодной диспансеризации наших питомцев. Что же включает в себя сама диспансеризация? Как правило, врач начинает прием с беседы, в ходе которой опрашивает владельца о наличии хронических заболеваний, питании, физических упражнениях, поведении и привычках, в общем, о состоянии здоровья питомца. Далее врач дает рекомендации по уходу и содержанию вашего четвероногого друга. Что же входит в саму диспансеризацию? В диспансеризацию входит измерение температуры тела, массы питомца. Нормальная температура для собак и кошек от 37,5 до 38 градусов. Так что, если вы видите, что ветеринар приподнимает хвостик вашего питомца и пытается ректально измерить его температуру, в этом нет ничего страшного, так как температура измеряется ректально и не доставляет никакого дискомфорта вашему питомцу.
Затем идет наблюдение за кожными покровами и шерстью. Это отличные индикаторы для проверки здоровья вашего питомца, так как чрезмерная сухость, либо маслянистость, либо перхоть должны насторожить самого хозяина и обратиться обязательно в ветеринарную клинику. Осмотр ушей, носа, ротовой полости и глаз. Ушные инфекции, аллергия – это проблемы, которые может увидеть даже сам владелец, потому что аллергия также начинается с воспаления ушной раковины. Также зачастую инфекция начинается глубоко в слуховом проходе, и если ее заметить на ранней стадии, можно легко избавиться от этого недуга. Затем прослушиваются шумы в легких, шумы в сердце. Также идет тщательное прощупывание живота, пальпация. Если ветеринарный врач замечает какие-то отклонения, вас направляют на рентген, УЗИ и дальнейшую диагностику. Ну и, наконец, врач осматривает лапы, походку, когти. И если питомец прихрамывает, у него есть проблемы с мышцами, нервами, врач обязательно это заметит. Ну так вот, ваш питомец прошел полный осмотр, и вы, ветеринарный врач, будете уверены в том, что ваш питомец здоров. И следующая задача – содержать питомца в хорошем состоянии. Доброе утро, мы продолжаем. Знание истории семьи вселяет в человека уверенность. Он становится сильным и открытым. Так считает героиня нашего следующего материала. Часто в прошлом кроются некоторые тайны, и, согласитесь, очень интересно разгадать таковые. Всем нам любопытно знать, кем же были твои предки и откуда берет начало род. Мы побывали в гостях у Люции Бурцевой, для которой изучение и сохранение истории ее корней сегодня стало одной из главных задач. Готовцев Пантелеймон Егорович родился в далеком 1856 году в Валасе Туруялах хангаласского наслега Байгентайского улуса. Здесь же вырос и жил. Входил в число первых грамотных якутов. Известен как крупный знаток, собиратель и пропагандист устного народного творчества, обычаев и уклада жизни якутского народа. Являлся главой Байгентайского улуса, одного из самых больших и значимых улусов дореволюционной России. Был женат на Марии Афанасьевне Абрамовой. Детей у них не было, супруга умерла в молодом возрасте. Но известно, что Пантелеймон Егорович воспитал 5 детей – Феофана, Матрёну, Домну, Федору и Варвару. Всем им он помог встать на ноги и дал образование. Его приемный сын Феофан Готовцев – основатель кооперации в Усть-Алданском улусе. А сегодня мы в гостях у его правнучки Люции Бурцевой. С самого детства наша героиня была знакома с историей своего богатого рода. С годами интерес стал осознанным. Все эти вещи были со мной с самого рождения. Да? Вот этот, например, если взять царский сундук с портретами царских особ, 145-летний буфет, который мы называли пекарская эскаба. Все эти вещи окружали меня с самого рождения, поэтому это было как-то привычно. Потом уже на протяжении многих лет, когда человек взрослеет, ты уже начинаешь смотреть на эти вещи какими-то другими глазами. Скажем так, что их имена, к сожалению, в 20 веке были забыты, потому что их родные, почти все 100%, были репрессированы, а в 30-е годы расстреляны, поэтому прадед не сильно распространялся о своей фамилии, о своей истории, и также дедушка. Я считаю, что сейчас пришло время, когда люди должны узнать, когда уже необходимо возрождать, приумножать их доброе имя. Стоит упомянуть работу моей мамы Раисы Раевны Готовцевой, которая всю жизнь занималась возрождением их имен, активно сотрудничала с музеями, с библиотеками улуса. И благодаря ее готовым материалам я собрала всю эту выставку воедино. То, что не закончила наша мама, я закончила. С помощью Усть-Алданского музея истории и библиотеки Усть-Алдана Люция проделала большую работу. Собрала материал, который на сегодня предстал в виде большой выставочной деятельности. Самые крупные вещи – это 145-летний буфет, подаренный Пекарским, моему прапрадеду. Выставлен также сундук с портретами царских особ. Выставлено очень много редких фотографий, аналогов которых, скорее всего, нет в республике ни у кого, как мне подсказали коллеги. Очень много вещей. Гребень, кстати, который датируется концом XIX века, костяной гребень. В общем, очень много интересных, раритетных вещей. Сестра прадеда Люции, Матрёна Тихоновна, в годы гражданской войны была разведчицей. Известна как первая феминистка Якутии.
активно выступала за права женщин. До недавних пор хранилось только 2 ее фотографии, пока благодаря случаю на Люцию не вышла уроженка Татинского улуса. На меня вот на днях вышла Анастасия Васильевна Игнатьева. Ее отец работал с Матрёной в Чечемахской больнице медиком. И она, увидев сообщение в мессенджере, узнала знакомую фамилию, что где-то она слышала эту историю. Она через знакомых нашла мой номер и подарила мне оригинал этой фотографии, очень ценный, где Матрёна Тихоновна изображена в медицинском халате с неизвестным пока нам мужчиной. Я говорю «пока», потому что, как показывает время, со временем все всплывает уже наружу. Вот она подписана, снимались в 1911 году, то есть этой фотографии более 100 лет. Во время работы в Чечемахе у нее был супруг по национальности грузин, хотя по всем документам выходит, что она была бездетной и незамужней, как настоящая феминистка. И я предполагаю, что это, возможно, был ее супруг. Многие сразу узнали военную форму или же форма тогдашних медиков, пока неизвестно. Будем изучать эту фотографию еще больше, потому что она у меня всего пару дней. Люция уверена, связь с предками вселяет силу и желание двигаться вперед. Сегодня в приоритете у девушки продолжать заниматься историей и изучением своего рода, что она и пропагандирует среди молодого поколения. Ведь никогда не знаешь, какие интересные факты и истории всплывут о твоих семейных корнях. Мы не рождаемся просто так, и нужно понимать, что без прошлого не может быть светлого будущего. Катерина Винокурова, Джулус Иннокентьев, Якутск. Ну а прошлые выходные ознаменовались республиканским праздником Исэх-Аланхо, который прошел в Оймеконе. Пожалуй, все работники культуры Якутии были так или иначе задействованы в этом традиционном масштабном празднике. Сотрудники Национальной библиотеки не остались в стороне и посетили летний полюс холода. Их видеосюжет о новых книгах и библиотечных проектах смотрим далее. Эпос Саха на английском зазвучал на Исэхе Аланхо впервые. Новшество ввели библиотекари. Они придумали и провели марафон по чтению вслух якутского эпоса. В прошлом году в Верхневилюйске, а в этом году в Оймеконе. Ровно 100 человек приобщились к эпосу на протяжении 2 дней. Друг за другом они читали Нургун Батур Платона Аюнского на якутском, русском, английском и эвенском языках. Очень разные люди принимают участие, разного уровня подготовленности. Я читала текст на русском языке. Когда находишься здесь, на Исэхе, то проникаешься этим духом вот самого эпоса, духом Аланхо. Сама природа на это настраивает. И люди вокруг. Еще одним способом сохранения наследия является издание книг. Традиционно каждому Исэху новинки представляет Институт Аланхо. На оймеконском материале написано в этом году 9 новых книг. Среди них Аланхо Максима Амосова «Дугуебега», дневники этнографа-фольклориста Сехенболо, сборник «Фольклор эвенов в Оймеконе». Это практически первое и единственное издание о наследии коренных жителей полюса холода. Фольклор оймеконского улуса дошел до наших дней во многом благодаря зачинателю якутской литературы Алексею Кулаковскому. Он посетил отдаленный край 7 раз. О жизненном пути и наставлениях духовного лидера рассказала книжная выставка по заветам Алексея Кулаковского. Ее организовали сотрудники библиотеки архива «Николаев-центр». О роли личности Кулаковского говорили много и в рамках деловой программы Исэха. Состоялись очень интересные разговоры о будущем республики на основе именно тех идей Кулаковского, которые были им написаны еще в начале 20 века, и нам очень отрадно, что многие представители районов приняли участие и именно свои идеи высказали, свои мысли и показали свою работу. Исэх Аланхо – это ежегодное мероприятие, которое имеет начало и конец, но не для сотрудников Национальной библиотеки Якутии. Для сохранения и передачи культурного наследия в библиотеке создан масштабный проект «Сайт Аланхо», новости, интервью, справочники и, конечно, видео исполнения эпоса представлены на этом портале. Любой желающий может прикоснуться к атмосфере Исэха или послушать шедевр человечества, не выходя из дома. Татьяна Хомаксонова, Аниси Евлева, Михаил Эверстов, Национальная библиотека Якутии. Также в конце прошлой недели в Дюрюнгринском районе отметили Венкийский Новый год и Кайнипке. Как прошло мероприятие и как празднуют свой Новый год и венки, в материале Ивана Лазаренко.
Юбилейный Новый год по эвенкийскому календарю отметили 1 июля в селе Иенгра Нерюнгринского района. И Икенепке в этом году жители Иенгры празднуют уже в 30-й раз. На обрядовой поляне у реки Иенгра представители родовых эвенкийских общин и гости праздника собрались для прославления Матери природы. Добрый день, уважаемые иенгринцы, уважаемые жители и гости Нерюнгринского района. От имени Государственного собрания ЛКМН и от себя лично разрешите поздравить вас с национальным эвенкийским праздником Икенепке. Этот праздник испокон веков символизирует собой начало Нового года, начало лета на древней эвенкийской земле. С приветственной речью выступил глава Иенгры Юрий Юхновец. Также с праздником жителей Иенгры и собравшихся гостей поздравил заместитель главы района по социальным вопросам Лев Зотов. Сегодня на эвенкийской земле в селе Иенгра отмечается традиционный праздник Икенепке. То есть это тот день, который уходит глубоко своими корнями в историю этого народа. И отрадно, что сегодня в Иенгре также все жители собрались, все жители, приглашенные гости, чтобы отдать дань уважения своим традициям, чтобы передать всю мудрость и жизненный опыт подрастающему поколению, что на сегодняшний день является наиболее важным в воспитании нашего поколения. Ведь дети же это наше будущее. В начале праздника по традиции провели обрядовый комплекс: очищение улгани, умасливание ритуального столбика севекмо, кормление огня имты. Закончилась обрядовая часть национальным эвенкийским хороводом, в котором танцевали все собравшиеся. Сегодня для меня, как для исследователя, было очень интересно увидеть и принять участие в круговых танцах ДВД. И вот первый круговой танец запевала Нина Прокопьевна Пудова. Она запевала ДВД иенгринских эвенков. ДВД – это очень старинный круговой танец. Как пишут наши исследователи, он берет начало со времен неолита. Эвенки празднуют Новый год летом, когда природа оживает, как бы вдыхает новые силы во все вокруг, заставляет жизнь кипеть и двигаться вперед. Икенепке – один из любимых и почитаемых праздников эвенков. Праздник возрождения древнейших обрядов, народных традиций, на котором можно познакомиться с обрядовым фольклором, культурой эвенков, с традиционными национальными играми и конкурсами. Мероприятие прошло на высоком уровне. Представители коренных малых народов и гости праздника были рады приобщиться к культурным ценностям и богатым традициям эвенкийского народа. Итак, а я готова объявить итоги розыгрыша, которые были объявлены в начале нашего эфира. Итак, вам нужно было ответить на вопрос, в каком году по улицам Якутска начал курсировать первый городской автобус общего пользования и сколько тогда стоил проезд. И первой правильно ответившей на этот вопрос стала Татьяна Герасимова. Итак, правильный ответ: первый автобус начал курсировать в 1936 году и стоил проезд всего 50 копеек. Вот так вот. Так что, Татьяна, мы вас поздравляем, вы выигрываете пригласительные на любой фильм до конца этого года. После эфира свяжемся с вами и расскажем, как их получить. Ну а далее я передаю слово своим коллегам из информационной службы. Доброе утро, вы смотрите новости. На ВЭФ 2023 подведут итоги десятилетнего развития Дальнего Востока. Во Владивостоке заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по подготовке к 8-му Восточному экономическому форуму. Большое внимание ВЭФ 2023 будет уделено проведению специальной военной операции. Один из треков станет развитие транспортно-логистических путей. Вице-премьер поручил уделять особое внимание обеспечению безопасности форума. Сам форум направлен на привлечение инвесторов, укрепление экономических связей, запуск и расширение инвестиционных проектов.
Дистанционные мошенники обманули 4 жителей столицы республики на общую сумму более 1 000 000 рублей за пару дней. Среди них помощник повара, старшеклассница, пенсионерка и госинспектор в возрасте от 16 до 79 лет. Так, госинспектор и помощник повара вложили денежные средства в инвестиции, потеряв 158 тысяч рублей и 975 тысяч рублей соответственно. Очередной жертвой лжесотрудников банка стала школьница. С ее карты похитили более 20 тысяч рублей. А пенсионерке аферисты позвонили от имени пенсионного фонда. С ее банковской карты были похищены все денежные средства в сумме 58,5 тысяч рублей. Создать экосистему для комфортного пребывания в социальных, медицинских и культурных учреждениях для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вот одна из основных целей мониторинга архитектурной доступности федерального проекта «Единая страна. Доступная среда». Координаторы проекта провели здание Бюро медико-социальной экспертизы в Якутске. Само здание оснащено пандусами, порогами для инвалидных колясок, специальной разметкой на полу и табличками со шрифтом Брайля на стенах. В целом, координаторы оставили положительное заключение, однако вместе с тем внесли и ряд предложений по улучшению доступной среды. Можно сказать, что здесь здание, то есть оно доступно, то есть, по крайней мере, то есть я сказал бы точно, то есть оно на 90% доступность имеется, вот, но есть некие недочеты, конечно, которые, я думаю, они устранят это в рамках, то есть хозяйственной деятельности, они это приведут все в норматив. Вот. В целом, то есть если у нас по республике будут такие, то есть бюро, то есть это было бы очень довольно-таки хорошо, то есть и отлично, то есть для жителей, которые, если приходят, то есть на посещение, то есть первое. С декабря прошлого года на территории Якутской кадетской школы-интернат ведется строительство нового учебного корпуса на 200 мест. В трехэтажном здании общей площадью 4500 квадратных метров будут расположены учебные классы, лаборатории, библиотека на 160 посадочных мест, столовая на 100 мест и спортивный зал. В следующем году на территории кадетского корпуса начнется строительство жилого корпуса казармы на 125 мест. Реализация объектов стала возможным благодаря национальному проекту образования и региональной программе «Современная школа». Ну, на данный момент идет завершение возведения коробки здания, так называемой, да, это каркас здания монолитный. Ведется бетонирование последнего перекрытия, как раз на заднем фоне, наверное, видно. Значит, в течение 2 недель каркас монолитный будет завершен, дальше идет закладка блоком. Внутри началась электромонтажные работы, штукатурка. В Вилюйское и Светлинское водохранилище выпущено более 30 миллионов штук личинок пеледи. Сотрудниками Чернышевского рыбоводного завода и Министерства экологии Якутии проведено весеннее зарыбление водоемов с сиговыми видами рыб. Так, в Вилюйское и Светлинское водохранилище в июне месяце выпущено более 30 миллионов штук личинок пеледи. До этого в мае в реку Вилюй выпущено 1,5 миллиона штук личинок сибирской ряпушки. Также осенью планируется зарыбление реки Вилюй мальком сибирского осетра, полученного от собственного маточного стада, которое является единственным в республике. Будьте лучше всех, создавайте мир. С такого благословения ректора Малой академии наук начался ИСЭК для участников Международной олимпиады школьников Туймада. Мероприятие приурочено к 30-летнему юбилею интеллектуальных состязаний. Напомним, что в этом году в олимпиаде участвуют свыше 200 школьников из разных регионов России и иностранных государств. Школьники в течение недели проверят свои знания по 4 дисциплинам – математике, физике, химии и информатике. Обычно олимпиадники – это студенты очень напряженные и углубленно занимающиеся своими задачами. И то, что они здесь на воздухе, природе якутской, да, встречаются, знакомятся друг с другом, это просто замечательно, потому что для них, как говорится, большое замечательное будущее. И я думаю, что здесь зародится дружба, которая протянется многие годы, и они позволят им установить очень много интересных новых проектов. И это будет место зарождения таких интересных событий. На этом у нас все. Хорошего дня.
Спасибо коллегам. Мы продолжаем. В столице региона завершает свою работу благотворительный проект под названием «Трансформация души и тела». В проекте принимают участие люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, многодетные мамы, жены участников СВО, а также люди, которые просто хотят изменить свое мировоззрение. Сегодня в нашей студии организатор проекта Ангелина Матейчик и участница проекта Ольга Матвеева. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Ангелина, ну для начала давайте ознакомимся, да, подробнее с проектом, что он из себя представляет, как вы искали участниц. Ну, искали участниц мы по заявкам от участниц, да, они отправляли нам свои тексты о своей жизни, что они пережили, как они сейчас живут, как они, ну, так скажем, чем они пользуются и чем они не пользуются, потому что у них нет такой возможности, да. Все девушки у нас матери-одиночки в основном. Вот. И была такая большая борьба, так скажем, было 26 заявок. И мы выбрали, изначально мы хотели взять всего 3 девушки, но со всеми спонсорами мы так боролись и все-таки взяли 5. Ну, мы очень довольны, конечно, проектом, потому что девушки действительно очень сильно изменились. И внешне, и внутренне раскрылись. То есть это прям вообще вот такой грандиозный проект, которого мы сами не ожидали. Ну вот мы как раз видим на кадрах, да, то есть это не только внешнее преображение, да, но и работа, наверное, вот как раз Ольга, да, наша гостья. То есть они менялись и внутренне, да? Да, работали психологи, нутрициологи, то есть прям обширная работа велась полностью, косметологи. То есть вот если из нашего видео тренера многие падали без сил, но тем не менее продолжали. Астрологи, тарологи, то есть много специалистов, которые поработали с нашими девочками. А вот сколько дней это длилось? Месяц. Месяц целый, да? Да. Ольга, ну поделитесь своими впечатлениями, что вы для себя нового открыли, да? Что вам это дало участие? Я сама мать-одиночка 6 детей. Ничего себе. Да. А по вам не скажешь. Спасибо. Вот этот проект, когда я в этот проект попала, это вообще сумасшедший проект. Это офигенный проект. Как сказать, вот до этого, до начала проекта, я не знала, что такое вот женская красота. Вся в детях была. А сейчас вот, попав на этот проект, я уверена и душевно, и, ну, как сказать, уже себя нашла, что я дальше буду и так и продолжать. А какая реакция была у ваших детей? Реакция моих детей положительная. Даже они вот помогали мне каждый раз. Утром, да, утром просыпаюсь, мама, ты на фитнес? Я говорю, да. А ты сегодня куда пойдешь? Не опаздывай, да? Да. Все, побежала. Хорошо. И сами детей маленьких смотрели. Поддержка от детей очень большая была, конечно. Ага. Ольга, ну а какие у вас планы на будущее? Ой, продолжать так же. Обязательно. Вот, общаться с моими подопечными. Самые прекрасные люди. Я никогда с такими людьми не встречалась. Также дальше продолжать, подниматься наверх. Все, быть красивой. Быть красивой обязательно. Каждый день, да. Да. Ангелина, ну вот что ждет по итогам проекта? Проект завершается, да? Ну, по итогам проекта у нас Ольга даже не знает. У нас Лена Турфлот, это будет такой сюрприз, да, спонсор нашего проекта. Огромная компания Лена Турфлот предоставляет нашим участницам поездку. Вот на Ленские столбы. Я знаю, что никто из них не был там, поэтому для них это такой будет сюрприз. Сейчас наши посмотрят, узнают и тоже будут счастливы, да, потому что, ну, это действительно для девушек мало того, что они получили внутренне, да, трансформацию еще и внешне получили. Вчера у нас был фотосессия, да, все девушки раскрываются просто по полной. Мы сами не ожидали просто. Это действительно фееричный проект, от которого все в шоке. Но планируете уже в следующем году? Да, ежегодно часто? Мы вообще не то, чтобы даже в следующем году, в ближайшее время, наверное, в сентябре мы повторно повторим, потому что и спонсоры многие хотят, и участницы ждут. Их очень много, да, заявок много. И действительно есть женщины, которые действительно не считают себя женщинами, и они не могут себе позволить быть полноценной женщиной. И просто в наших силах все это изменить.
изменить своей благотворительностью, да, и помочь женщинам раскрыться, почувствовать, что такое жизнь на самом деле, что такое женское счастье, вот, и быть действительно счастливыми и сохранить это в себе. Как здорово. Ольга, ваши пожелания нашей телезрительнице? Так, вот, если даже следующий проект начнется, девушки, не бойтесь, это вообще супер проект. Там ничего страшного нету, там вы приобретаете себя, там такие прекрасные люди, никто вас там не обидит, просто изнутри, снаружи все меняется абсолютно, мировоззрение, вот все дальнейшее. Ольга, Ангелина, огромное спасибо за участие в нашем эфире. Ольга, вам удачи. Обязательно Спасибо оставаться большое. такой же красивой дальше. Ну а я с вами прощаюсь. Отличных вам выходных. Увидимся в 7 часов утра в понедельник. Всем пока.